الحمد لله حمد الشاكرين لا أحصي ثناء عليه هو كما أثنى على نفسه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله وربы Аллаха. О рабы Аллаха, о верующие, иман, вера – это самая главная цель. И это самый драгоценный подарок, иман. Потому что из-за имана человек получает счастье вечное, неприходящее. Он получает успех в этом мире, в вечном мире. Поэтому нет ничего лучше, драгоценнее сокровища, чем иман, чем вера, нет. Но вопрос у рабы Аллаха, а что такое иман? Иман – это не просто какие-то мечтания, это не пустые надежды, не вожделенные какие-то мечты, это невоображаемые человеком мнимые достоинства, дескать, вот у меня есть вот такие-то достоинства, и претендует на обладание какими-то достоинствами, приписывает себе какие-то достоинства. Нет, не это иман. Поэтому Хасан аль-Басри, рахималлаху та'аля, он сказал: «Лейса аль-иман биттаманни валя биттахалли». Иман не заключается в мечтаниях, каких-то бесплотных надеждах и самообеливании, обманчивом самоукрашательстве человека, да, самообольщение. Но иман, ма вакара фил кальб, это то, что укрепилось в сердце и что подтверждается деяниями. Что подтверждается деяниями. Поэтому, если человек говорит красивые слова, но за ними не следуют праведные деяния, то Аллах бросает эти его слова ему в лицо, не принимает эти слова. А если человек говорит красивое слово, а вслед за ним следует праведное деяние, вот тогда это то, о чем сказал Аллах Субхану ва Тааля: «Илейхи яс'адуль калиму т-таййибу валь амалу с-салиху ярфау». К нему, к Аллаху, восходит благое слово и праведное деяние, которое возвышает его. То есть эти слова благодаря чему поднимаются к Аллаху хорошие? Благодаря деянию праведному, которое следует за ним. Поэтому рабы Аллаха, разумный человек – это человек, который свою душу сейчас призывает к отчету, к суду, и он совершает деяние усиленное для того, что будет после смерти. А слабый человек, бессильный человек – это который позволяет своей душе делать, что она захочет, и он при этом мечтает. Строит какие-то мечты относительно Аллаха Субхану ва Тааля. Но, рабы Аллаха, когда речь идет об этом вопросе, о вопросе имана, мы должны очень сильно с вами остерегаться вот этой вещи. Какой вещи? Аль-амани. Аль-амани, то есть пустые мечты, бесплотные, безосновательные, потому что ничего нет опаснее и вреднее для человека, чем вот такие бесплотные какие-то мечтания его. Потому что из-за этих мечтаний в этом мире что происходит? Слабость и лень. Почему у тебя лень? Да потому что ты живешь какими-то фантазиями, мечтами. Ты не понимаешь, наверное, реальности, ты не понимаешь, что такое на самом деле иман и что тебя ждет после смерти. Вот из-за вот этих вот мечтаний, что происходит? Слабость и лень в этом мире, а в вечном мире потом сожаление, сокрушение и печаль. Поэтому да помилует Аллах человека, который держит свой нафс, свою душу крепко за поводья и побуждает свою душу и борется с ней, подчиняет ее покорности Аллаху Субхану ва Тааля, подчиняет ее истине. Вот это вот и есть настоящий иман, о рабы Аллаха. И Аллах Субхану ва Тааля в своей великой книге в нескольких местах упоминает об вот этой вещи. Пустые мечтания, которыми живут многие люди, считающие себя верующими. И Аллах предостерегает нас от этого. И Аллах Субхану ва Тааля говорит, насколько это опасно и какие последствия могут быть у этого. В одном из аятов Корана Аллах Субхану ва Тааля говорит нам, сообщает нам с вами, что вот эти вот мечтания, они откуда? От шейтана. От шейтана. Он через эти мечтания что делает? Отводит человека от действия праведного и его ведет в мир как лени, в мир упущения. Но при этом, что интересно, что шейтан не просто его ведет в мир лени и упущений, он ему еще и обещает какие-то высокие степени, высокое положение. Поэтому Аллах говорит про шейтана: «Я'идухум ва юманнихим, ва ма я'идухум аш-шейтану илля гурура». Он обещает им и возбуждает в них мечты, надежды, но не обещает им шейтан ничего, кроме обмана, кроме обольщения.
В другом месте Корана Аллах Субхану ва Тааля говорит нам, что вот эти вот мечтания, это такая вещь, которая очень сильно обманывает человека, обольщает его, а потом в самый сложный момент подведет тебя. Эта вещь подведет тебя в самый нужный момент, когда ты будешь очень нуждаться. В самый сложный момент. Поэтому Аллах Субхану ва Тааля рассказывает про лицемеров, про мунафиков. Что произойдет в судный день? В судный день между лицемерами, мунафиками и между верующими воздвигнута будет стена, неожиданно возникнет стена. И будет в этой стене дверь, врата. С внутренней стороны там будет рахма, благодать, милость, там, где будут верующие. С внешней стороны там будут муки, страдания, там, где будут мунафики, лицемеры, где они окажутся. Что тогда будут делать лицемеры, эти, которые жили мечтами? Они думали, сказали ля иляха илля-Аллах, все, мусульманин, и будет и в этом мире ему хорошо, и в вечном нет. И вот когда там будет эта стена, и они будут с той стороны, где мучение, Аллах Субхану ва Тааля говорит про них, юнадунахум, они станут взывать к верующим, которые по той стороне этой стены. Алям накун маакум. Разве мы не были с вами? То есть там в земном мире. Калу бала. Валакиннакум фатантум анфусакум. Ватараббастум вартабтум вагарраткум улямани. Хатта джаа амруллах вагарракум билляхи аль-гарур. Да, вы были с нами внешне. Но вы свои собственные души искусили. И вы выжидали, и вы сомневались, и вас обманули ваши надежды, ваши мечты, пока не пришло повеление Аллаха, и обманул вас относительно Аллаха обманщик, обольститель, этот шейтан. И сегодня не будет принят выкуп ни от вас, ни от тех, которые не веровали открыто. Прибежищем вашим будет адский огонь. Он достоин вас. И как скверно это место обращения. А в третьем месте Корана говорит Аллах Субхану ва Тааля, что вот эти вот мечтания, что самое страшное, что они не принесут человеку вообще никакой пользы. Что принесет человеку пользу? Принесет пользу две вещи. Настоящий иман, настоящая вера и праведное деяние, угодное Аллаху Субхану ва Тааля, приближающее к Аллаху. Вот это только принесет тебе пользу. Все. Не надейся на что-то другое. Не тешь себя бесплотными надеждами. Аллах Субхану ва Тааля говорит, «Лейса биаманикум, валя мани ахлиль китаб». Рай достигается не вашими мечтами и не мечтами людей Писания. «Ман я'маль су'ан юджза би, валя яджид мин дуни Аллах, валя яджид лау мин дуни Аллах валиян валя насира». Кто совершит какое-то зло, получит за это воздаяние и не найдет для себя помимо Аллаха ни покровителя, ни помощника. وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا. А кто будет совершать праведные деяния, будь то мужчина или женщина, и при этом он верующий, он единобожник, فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ. Они войдут в рай. Они войдут в рай. То есть совершали праведные деяния, были верующими. Они войдут в рай и не будут обижены даже на величину вот этой вот выемки, которая на финиковой косточке. В 4 месте говорит Аллах Субхану ва Тааля в Коране, что вот эти мечтания и жить вот такими надеждами, это привычка кого и качество кого? Бездельников, празднолюбцев, нерадивых, которые вот так вот обманываются мечтаниями, потом они их губят. И Аллах Субхану ва Тааля говорит про Ахлюль Китаб, про людей Писания. «Вакалу ля ядхуля аль-джанната илля ман кана худан ав насара». И сказали они, не войдут в рай никто, кроме иудеев и христиан. То есть родился ты в семье иудейской или христианской, все, значит в рай пошел. Так они говорят. Аллах говорит, тилька аманиюхум. Это их мечтания. Куль хату бурханакум ин кунтум садикин. Скажи им, предоставьте ваше доказательство, если вы правдивы. А что является доказательством? Потом Аллах Субхану ва Тааля говорит, что является доказательством имана, на самом деле, из-за которого люди входят в рай. Баля ман аслама ваджаху лилля ва хуа мухсин. Фалаху аджру инда рабби, валя хауфун алейхим, валя хум яхзанун. Но нет, тот, который свой лик предает Аллаху, будучи единобожником искренне, ва хуа мухсин, и совершает прекрасные деяния, согласно сунне пророка, алейхиссалату вассалам, фалаху аджру инда рабби. Вот он получит награду своего Господа, и не будет над ними страха, и не будут они печальны
О рабы Аллаха, давайте же остерегаться изо всех сил вот этой вот вещи, которая нас обманывает, эти пустые мечтания. Давайте будем вести борьбу с нашими душами за то, чтобы наша вера была настоящей, подлинной, чтобы деяния наши были по-настоящему благими, потому что спасение только в этом. О раб Аллаха. И один из выдающихся предшественников Ибрагим ат-Тайми, от него переданы такие слова. Он сказал: я себя представил в раю, что я вкушаю плоды райские, что я пью воду из райских рек, что я обнимаю девственниц. А потом я себя представил в адском огне, что я ем плоды дерева заккум, что я пью гной, что я мучаюсь в этих цепях, в этих оковах. И я сказал своей душе: душа, чего ты хочешь? Чего ты сейчас хочешь? Она сказала: я хочу вернуться в земную жизнь, чтобы совершать праведные деяния. И я сказал ей: так ты же сейчас находишься как раз в том положении, о котором мечтаешь. Так действуй, действуй. Да, о раб Аллаха, пока у тебя еще осталось что-то из этой жизни, не знаю сколько, день, 2, месяц, год, Аллаху алям, у тебя есть еще возможность что-то исправить, быстрее наверстать праведные деяния. До того момента, когда уже это превратится просто в мечты, и эти мечты тебя подведут в самый страшный ответственный момент. И мы просим Аллаха Субхану ва Тааля, чтобы Он наделил нас всех настоящим, правдивым иманом, чтобы Он позволил нам совершать праведные деяния ради Его лика, чтобы защитил всех нас от проклятого, прогоняемого шайтана. Аллахумма зайинна бизинатиль иман. О Аллах, укрась нас украшением имана. Вадж'альна гудатан мухтадин. И сделай нас из тех, кто ведет прямым путем. И ведом прямым путем. Аллахумма салли аля Мухаммад ва аля али Мухаммад. Кама саллейта аля Ибрахим ва аля али Ибрахим. إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم اغفر لنا ذنبنا كله دقه وجله أوله وآخره سره وعلنه ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.